Правительство России в лице премьер-министра Михаила Мишустина представило общенациональную стратегию спасения экономики. Финальный вариант еще обсуждается, но мы сегодня в эфире Башкирского спутникового телевидения обсудим социальную политику в условиях коронавируса вместе с вице-премьером, министром семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленарой Ивановой. Ленара Хакимовна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что согласились принять участие в нашем интервью. Давайте начнем с федерального уровня. План спасения экономики, на что он направлен в первую очередь? План спасения экономики так и называется, что в нем меры, которые направлены на то, чтобы помочь наиболее пострадавшим отраслям, там добавили отрасли, там расширили определенный круг мер. Но для нас с вами, наверное, наиболее интересно на самом деле поговорить о том, что меняется в социальной сфере. Да? Вот в эти дни, в эти месяцы последние мы видим, как она меняется. Никогда в российской действительности такого не было, чтобы гражданам достаточно было подать одно заявление для того, чтобы получить пособие. Это абсолютно беспрецедентно. И с 1 июня мы фактически начали выплаты пособий, и вы это видите, да? При том, когда речь идет о том, что доходы учитываются. То есть мы видим такой просто сильнейший тренд в сторону удобства населения. То есть, чтобы людям реально не мучиться, государство вам все сделает, и на это будет направлена вся цифровизация экономики. То есть, когда говорят цифровизация экономики или там цифровая экономика, разные программы, мы слышим это название, это что-то абстрактное. А здесь мы увидели, как практически в десятки тысяч раз увеличилась потребность в портале госуслуг только потому, что через этот портал можно подать заявление, чтобы зарегистрироваться безработным или получить пособие. То есть как только человек через свои потребности почувствовал в этом необходимость, тут же государство предоставило этот ресурс. То есть, на мой взгляд, это беспрецедентно, и это самое такое большое приобретение в результате этого коронавируса. То есть, причем происходит все очень быстро. Мы увидели, как мы можем быстро работать. То, что там, не знаю, годами длилось, мы тут все ночами наши разработчики отрабатывают, мы им говорим, какие проблемы. Это все реально вся страна, причем у нас чаты федеральные. Мы от каждого региона там какие-то проблемы туда закидываем, и они очень быстро решаются. Есть нерешенные вопросы. Хочу сразу сказать, население у нас сейчас такое требовательное, взыскательное, да, мы не всегда успеваем, но это все достаточно объективно. И в тех мерах, о которых вы спросили, усиливается тренд в сторону гибкости рынка труда. Появляется понятие часовой тарифной ставки, часовой оплаты труда. С 1 октября планируется ввести это в Трудовой кодекс. С 1 июля, еще раньше, буквально через месяц, должно появиться понятие, узакониться понятие удаленки, да, и комбинированного режима труда. Этого у нас не было никогда. То есть вообще все идет в сторону подстраивания под реальность. Потому что, конечно, Трудовой кодекс у нас достаточно такой прогрессивный, если посмотреть в мировом масштабе измерения, но все-таки он такой консервативный, да, то есть такой немножко не учитывающий многие вещи. Поэтому сейчас идет этот учет потребностей и населения, и работодателей, и работников в этом смысле. Появляется понятие социального казначейства. Пока не знаю, с чем его едят, то есть я только догадываюсь, это еще и связано с законом о едином регистре граждан Российской Федерации, то есть это все звенья одной цепи. То есть цифра, гибкость, адресность, то есть очень важное понимание появляется о том, чтобы учитывать доходы не только в денежном выражении. То есть мы привыкли, что мы считаем зарплаты, пенсии, это доход семьи. А теперь будут учитываться обязательно недвижимость, автомобили, вклады в банках и так далее. То есть это все упаковывается в едино. И если он действительно нуждается, то он будет получать поддержку. А если он хитрит, то извините. Я думаю, что в этом смысле тут палка о двух концах. То есть кому-то это, наверное, не понравится. Ленара Хакимовна, если оглянуться немного назад, в самое начало борьбы с коронавирусом, то мы понимаем, что властям пришлось действовать здесь и сейчас в таком режиме. Как вы оцениваете, насколько отреагировала вся государственная система на этот вызов и стало ли это шоком?
по моим ощущениям, вот потому как мы здесь в штабном режиме жили, вот как бы задача летит в тебя, и ты быстро, собственно, разруливаешь ее и на ходу пытаешься адекватно отреагировать. На мой взгляд, мы выдержали. То есть, на мой взгляд, вообще государственная система этот экзамен выдержала. Могу сказать за своих, за свою службу, так сказать, которая достаточно многоплановая, многопрофильная. Мы буквально-таки, по-моему, уже в середине марта первый приказ издали по поводу того, как работать нашим службам. Мы постарались отправить на удаленку, да, в принципе, это дистанционный режим работы. Официально наши, получается, подразделения социальной поддержки населения, это те, которые назначают различные выплаты, пособия, субсидии, компенсации, и центры занятости. Поскольку с 9 апреля, как вы знаете, было анонсировано повышение размеров пособия по безработице, и, соответственно, это простимулировало приход большого количества людей, а это было опасно с точки зрения распространения вируса. И еще очень важно, да, и закрыли, естественно, учреждения социального обслуживания населения, это те места, где люди живут постоянно, то есть это дома престарелых, психоневрологические интернаты, приюты, это детские дома. И, что очень важно, наши социальные работники уже с 21 марта начали обход самоизолировавшихся граждан. То есть понятие режима самоизоляции, как только было введено с 18 марта, мы знаем 111 указ главы нашей республики Ради Фаридовича, и по его поручению, он бросил клич, и социальные работники встали и пошли. И, в принципе, с этого момента мы, получается, тогда у нас первые граждане были вернувшиеся из-за рубежа, были первые списки нам спущены, так сказать, там, по-моему, 2100 человек была первая цифра. И вот, собственно, мы начали их обходить, выяснять, находятся ли они на месте. И вот эта работа дальше все больше и больше народу охватывала. Там дальше пошли москвичи, вахтовики и так далее. И работа эта продолжается, потому что у нас 65+ огромное количество. И спасибо большое в этом смысле социальным работникам. Ну и, кстати, про социальных работников. Впервые в истории на таком высоком уровне, на республиканском уровне, Ради Хабиров, глава Башкортостана, встретился с коллективами. Да, как прошла эта встреча, какие договоренности были достигнуты и куда дальше будем двигаться в этом секторе? Да, действительно, это было для нас очень волнительно. И почему? Потому что это было впервые. На самом деле мы попросили, мы видим, что он встречается с волонтерами. Мы говорим, а как же вот? Он говорит, конечно. То есть было очень приятно. Он ни секунды не раздумывал. И вот эта встреча фактически показала его доверие к этой системе. Для наших это такое вдохновение, такой еще больше порыв и воодушевление, чтобы хорошо работать, чтобы действительно подтвердить, что социальная служба – это базис государства. Знаете, это такой вот фундамент, который, будь он крепким, устойчивым, он очень много может на самом деле выдержать. То есть, вот, на мой взгляд, идет даже некоторое переосмысление роли и миссии социальных служб в настоящее время. Вот это тоже один из результатов происходящего этой коронавирусной пандемической истории. А во что это может вылиться? В какие изменения? Во-первых, мне кажется, роль... Мы говорим одним словом «социальные работники». На самом деле под этим подразумеваем большое количество людей, целую армию, почти что 15 тысяч трудятся в этой сфере. Это и, как я уже перечислила, это еще и пенсионный фонд, и фонд социального страхования. То есть это, по сути, все это социальные службы. И мне кажется, вообще все мы, кого я назвала, такую, реально оказались на передовой и выдерживаем до сих пор такие нагрузки, которые никто даже и не ожидал, собственно, таких нагрузок, поскольку мы все время работаем с людьми, мы им нужны, мы им помогаем. И возвращаясь к Радию Фаритовичу, хотела сказать, что как раз на этой встрече это все и очень явственно мы разложили, выявились застарелые многие такие вещи, которые нужно решать на самом высоком уровне. В частности, это старение отрасли и необходимость повышения заработной платы, поскольку не сегодня-завтра просто некому будет обслуживать, а с учетом старения населения
в структуре населения у нас почти на процент ежегодно увеличивается численность людей старшего возраста, соответственно, ну, когда-то просто некому будет вот этим всем заниматься, чем занимаются наши социальные службы, социальные работники. Поэтому субсидии повысить вот этим нашим центрам социального обслуживания, чтобы могли повысить заработную плату и большее количество работников набрать, чтобы разгрузить их. Потому что вот даже вот в разговоре, мне кажется, это здорово, скажем, такое произвело впечатление на Ради Фаритовича, то, что почему-то достаточно утилитарно, примитивно воспринимается этот труд, что это просто там, не знаю, принести еду, ну, то есть вот это доставка еды, доставка там лекарств, медикаментов, там, я не знаю, то есть уборка дома и так далее. Да, это вот по видам услуг это так и звучит на самом деле. Но самое главное преимущество и достояние, что ли, да, вот наших социальных служб, это то, что они умеют работать с человеком, с его душой. И вот этот приход социального работника для многих, для там, пожилых, для инвалидов, это как свет в окошке. То есть он приходит, и все, и с ним уже человеку есть с кем поговорить, там, душу излить там, и так далее. То есть его реально, вот нашего социального работника, многие ждут просто вот, как можно сказать, самого родного человека. Вот это точно, абсолютно. Ну и целый ряд других вопросов мы там обсудили, и я благодарна Ради Фаритовичу за то, что вот, мы сейчас вот, хотя бы начали об этом говорить, потому что, в принципе, об этом, как эти бойцы невидимого фронта. Ленара Хакимовна, большой пласт рынок труда, который мы уже затронули, давайте обсудим, что происходит сегодня здесь, в Башкортостане, и какие изменения останутся с нами надолго, когда стабилизируется ситуация по безработице. Во-первых, что касается безработицы, я бы хотела прояснить. Есть понятие общей безработицы, которое измеряется органами статистики. Так делается во всем мире. Так называемые критерии отнесения к безработным по методологии МОД, Международной организации труда. Вот эта безработица у нас выросла, она, и вырастет, я думаю, что процентов на 20-30. То есть вот оно где-то так. Вот, там просто данные с запозданием приходят. Было 4,4, стало 4,7. Постепенно это как бы вырастает. Просто последних данных так быстро у меня не может быть, естественно. Но мы видим, что значит, та методика, которая объективно измеряет безработицу, она основывается на том, что у человека спрашивают: у тебя есть работа? Человек отвечает: нет. Он говорит: ты ее ищешь? Он отвечает: да. И на третий вопрос: ты готов приступить к ней вот, в ближайшие 2 недели, вот, сразу как бы, да, то есть в ближайшее время? Он отвечает: да, все, он относится к безработным, вот этот гражданин. Вот на сегодняшний день у нас 86,5 тысяч в республике, кто ответили на эти вопросы так, что их отнесли к безработным. Если от всего как бы, количества экономически активного населения брать, это 4,7% получается. Вот. Если говорить о регистрируемой безработице, я хочу сказать, она не выросла сильно. Было 85,6, стало 86,6, да? Всего на 1000 увеличилось. Если говорить о безработице регистрируемой, то есть мы говорим регистрируемый рынок труда, это те люди, которые пришли в центры занятости и обратились за тем, чтобы их зарегистрировали безработными и назначили им пособие. Вот мы видим сейчас самую, как бы, такую вот это тоже, кстати, такой вызов текущего момента, видим такую некую легализацию, что ли, да, вот в каком-то смысле. То есть мы увидели тех людей, которые жили спокойно, какой-то там, наверное, имели какой-то приработок, да, какие-то доходы, о которых никто не знал, да, а сейчас они вот в одночасье или оказались без доходов, или решили просто еще как бы получить от государства дополнительные меры поддержки и решили зарегистрироваться безработным. Либо это предприниматели, которые тоже остались без клиентов, там, закрывшиеся торговые центры, сами понимаете, то есть огромное количество ИПшников на самом деле очень пострадали, вот очень. Очевидно, там, не знаю, к концу этого квартала можем дойти до 80 тысяч, то есть у нас просто ежедневно растет это число.
А вообще вакансий хватает? При каких условиях мы можем говорить про стабилизацию на рынке труда? Вот про вакансии вы очень правильный вопрос. На самом деле где-то 38 тысяч вакансий у нас на сегодня. И как бы понятно, что 66 это уже почти в 2 раза больше. Да? То есть, соответственно, у нас напряженность на одну вакансию претендует почти 2 человека. Но нужно отметить, что как бы всегда в нашей обычной жизни, как говорится, довоенное время, это число было 0,5. То есть всегда приходилось 2 вакансии на одного, наоборот, безработного. Но что я хочу сказать? Дело в том, что сами вакансии, вот даже эти 38 тысяч, они не всегда как бы устраивают наших людей. У нас, как правило, то есть мы знаем, что лица с гуманитарным образованием находятся там, я не знаю, 77%, да, то есть мы эту цифру всегда называли в числе безработных. А в вакансиях у нас 77% рабочих профессий. То есть у нас дисбаланс был как бы сразу заложен. То есть оно никак вот друг с другом не сходилось. Да? Оно и сейчас, к сожалению, остается так же. Но при этом я очень надеюсь, что вот эта ситуация, ну, как бы эта цифровизация и так далее, да, то есть выявит новые ниши, новые рынки, которые подхватятся нашими предпринимателями, в общем-то, в массе своей очень толковыми и очень изобретательными, и в конечном итоге люди как-то сумеют себя найти в новой реальности. Вот если говорить о времени, как вы говорите, когда стабилизируется, да, вот тут получается как бы два момента по поводу регулирования рынка труда. То есть мы с вами разобрали только то, что касается людей, самих безработных, я там подробно говорила, но есть еще другая сторона, это помощь предприятиям, чтобы они, ну то есть у нас все меры направлены на то, чтобы помочь предприятиям не увольнять работников. И вообще все законодательство, все происходящее везде идет под флагом сохранения численности работающих. Но немногим это удастся в итоге. То есть, ну, если уже, как бы там, я не знаю, ресторатор разорился, то он уже, естественно, ну, кого там будет сохранять, он просто закроется. Вот, соответственно, так или иначе, то есть, ну, определенное перераспределение ресурсов произойдет. Мы обратились в Министерство труда Российской Федерации с предложениями о помощи теперь уже с другой стороны, со стороны предприятий, чтобы, например, поддержать временную занятость, да, то есть доплаты к заработным платам вот, в размере МРОТа, чтобы поддержать выпускников, которые выходят на рынок труда. У нас там порядка 45 тысяч сейчас людей выпустятся, они опять же придут к нам, да, то есть могут прийти к нам, если, ну, собственно, им работа не будет предложена. И мы предлагаем вот эти стажировки, которые будут оплачиваться вот через службу занятости в размере МРОТа, что будет облегчать работодателям прием таких неопытных, совершенно неопытных специалистов или работников. Вот, то есть, плюс общественные работы. То есть мы, как обычно, в кризисные годы направили свои предложения. Там порядка сначала сумма была там, на 700 миллионов, сейчас на 370, потому что ряд мероприятий, они перекрылись тем, что через налоговую сейчас выплачивают зарплату. Одним словом, поддержать самих работодателей. Вторая наша задача. И вот этим тоже сейчас занимаемся. И очень надеемся, что это позволит выправить ситуацию. Ну, будем надеяться, где-нибудь к ноябрю. Вот я думаю, что оно, во-первых, все очень инерционно, быстро это не происходит. Хотя в то же время у нас, к сожалению, всегда зимний рост безработицы бывает, да, потому что сезонные работы заканчиваются, все подрядные вот эти все дела заканчиваются, как бы выплаты там, ну, обычно ноябрь-декабрь, да, то есть строительные все дела. И в январе обычно бывает всегда рост. Поэтому это настолько такая, знаете, вот неблагодарная задача попытаться спрогнозировать, что будет происходить. Дай бог, чтобы не было второй волны, и, ну, то есть не было, чтобы опять новых карантинов, которые осенью могут быть. Это не дай бог. Я надеюсь, что и наши санитарные, и наши медицинские власти, и мы все вместе сработаем так, что в итоге все будем работать. И если уж мы точно будем работать, то осенью, я надеюсь, мы действительно подтянем эту ситуацию. Выплаты на детей. Как идет этот процесс здесь у нас в Башкортостане? Вообще, на самом деле, беспрецедентная поддержка со стороны федерального центра идет. Мы все не нарадуемся, и они все направлены на семьи с детьми.
Насколько мне известно, по данным Пенсионного фонда, там почти 450 тысяч заявлений на выплату 10 тысяч, там порядка, по-моему, 70 тысяч заявлений на выплату по 5 тысяч. Эти все выплаты идут, люди постепенно на карточке свои средства получают, те, которые с 1 июня тоже. И началась выплата пособий от 3 до 7. Это чем как бы выгоднее и интереснее? Тем, что это назначат, и это уже у тебя будет с тобой, ну, там, в течение года, потом пересмотр доходов семьи, и опять будет, значит, назначена. Она полагается, эта выплата, малоимущим семьям. И что очень важно, это тоже было в самом начале нашего такого пути, да, коронавирусного, было принято решение о том, чтобы доходы, это значит, президентом России было дано указание, чтобы доходы тех граждан, которые после 1 марта потеряли работу, в доходе семьи не учитывались. То есть если там в марте-апреле потеряли, все, то есть прошлогодние доходы изымаются. Плюс было принято решение о том, чтобы продлить все меры поддержки. Например, там, у человека там, в апреле заканчивается какая-то выплата, она на полгода продлевается. Инвалидность на полгода продлили. То есть очень много было мер принято, чтобы людей не вынуждать ходить по вот этим всем нашим присутственным местам, чтобы автоматом все вот эти назначения происходили. А вот по поводу вот этой выплаты от 3 до 7, хочу сказать, идет она со скрипом, потому что я в самом начале сказала про цифровизацию, да, то есть мы у людей берем только заявление, а для того, чтобы узнать все, что, ну, как бы состав семьи, человек должен полностью заполнить заявление. Оказывается, вот, ну, какие ошибки. Граждане заполняют только сведения о тех детях, которым от 3 до 7, а про других своих детей ничего не пишут. А это же влияет на то, какой будет в итоге доход, и поделить на количество, и в итоге среднедушевой. В общем, одним словом, по своему разумению люди заполняют, и, к сожалению, вот пока процент правильно заполнивших не очень велик. То есть у нас было на вчерашнюю дату 51 тысяча заявлений, а назначений было меньше 100. То есть мы вот пока как бы еле-еле, так скажем, это дело продвигается, но пусть никто абсолютно не переживает. Подать заявление можно на портал госуслуг. Если нет интернета, можно в МФЦ привести документы. И в наши филиалы и наши подразделения Республиканского центра социальной поддержки населения, который тоже постепенно по записи начинает принимать людей. Так вот, это можно сделать вплоть до 31 декабря. Поэтому никто никуда не опоздал. Если у тебя ребенок этого возраста, начиная с 1 января, то тебе все назначение сделают с 1 января. То есть, если, например, сегодня как бы кто-то подал заявление, то есть он за все полгода всю сумму получит, там порядка по 30 тысяч общее количество будет денег. Вот. В принципе, тема такая, знаете, на мой взгляд, очень хорошая, правильная. Действительно, людям эта помощь нужна, но немножко мы, получается, отрабатываем ее с колес. То есть пока ты не открыл эти заявления, а все это началось только с 21 мая, мы не могли знать, какие там ошибки. И, то есть все, вот, как я уже сказала, идет в режиме постоянной отладки. И вот это продолжается и по сей день. Я думаю, что еще вот, ну, там, несколько дней, на самом деле, вот эти вот мучения будут происходить. Но так или иначе, уже есть люди, которые получили эти выплаты и еще будут получать. Все будет нормально, на самом деле. Мы прогнозируем, что порядка 90 тысяч – это минимум тех людей, кто имеет право на эту выплату. Будет, я думаю, что еще больше, потому что вот это условие о том, чтобы не учитывать доходы прошлогодние, оно, ну, как бы в наших расчетах не было учтено. Ленара Хакимовна, и в завершении нашего разговора мы понимаем, что конец борьбы с коронавирусом еще впереди, но как вы считаете, каким будет общество в новой реальности? Мне кажется, в обществе мы все с вами наконец осознали ценность самых важных вещей. Это жизнь человека, это его здоровье, это семья, это наши близкие. Вот мы все почувствовали и поняли это. Люди осознают ценность труда.
Я помню, как запускали челлендж «Хочу работать». То есть, когда людям не разрешали выходить на работу, все вдруг поняли: господи, оказывается, как хорошо работать, да? То есть ценность это на самом деле повысилась. И мне кажется, очень важно, с учетом, что мы сейчас находимся в преддверии Дня социального работника, я бы хотела сказать, что наряду с медиками, мне кажется, очень сильно возросла роль и понимание миссии социальных служб. Это те люди, которые всегда находятся на передовой именно помощи самым обездоленным людям. А сегодня вдруг круг тех, кому мы оказались нужны, оказался настолько широк. Мы сами этого не ожидали, но мы справляемся с этим. Я за это очень благодарна всем своим коллегам и от всей души желаю всем нам здоровья, здоровья наших близких и благополучия нашим семьям. Спасибо, Ленара Хакимовна. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения была вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.